Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь. Я очень рада вас, ребята, видеть на уроке. Мы с вами продолжаем раздел «Путешествие в космос». И у нас сегодня будет тема урока. А какая тема? Вы должны будете определить сами тему урока и определить цель урока. Для начала я вас хочу пригласить встать всех из-за пар. Встаньте, подойдите сюда в круг. Побыстрее, побыстрее. В круг вот так встаньте. Итак, для того, чтобы наш урок прошел плодотворно, творчески, активно, на хорошей позитивной ноте, так сказать, давайте вы друг другу сейчас пожелайте пожелания на урок. Амина, пожалуйста, начинаем. Что ты желаешь Жансае? Успеха, активности. Так, по одному слову. Успеха. Жансая? Активности. Удачи. Активности, успехи. Так, Алина? Так. Успеха. Удачи, активности, успеха. Хорошо. Ну, а я всем вам, ребята, желаю успешной, плодотворной работы на уроке. Присаживайтесь за свои парты. Ну, да, подождите немножко, подождите. Сейчас для того, чтобы сесть вам за парты, нам нужно поделиться на две группы. Выберите, пожалуйста, кому что попадется, какая буква. Так, присаживаемся. Кому что попало. Первая группа у нас группа Солнце. Так, у нас получилась Жансая, Амина, Адия, Алина. Группа Солнце. Вторая группа Земля. Вторая группа Земля. Нурбек, Хадишат, Нурдаулет, Мурадик и Санжар. Хорошо. Итак, ребята, теперь обратите внимание на доску. Отгадайте загадку, и вы узнаете, о чем мы сегодня с вами будем говорить. 9 братьев и сестер вокруг мамы ходят, отражая свет ее, хороводы водят. Как вы думаете, что это? Отгадайте загадку. Адия? 9 планет, совершенно верно, Амина. Солнечная система. Молодцы. Как я вам буду за каждый правильный ответ вот давать вот такие вот смайлики. Потом в конце урока мы посчитаем по группам и определим, чья группа вышла победителем. Хорошо. Итак, значит, мы с вами определили. Как вы думаете, теперь у нас какая тема урока будет? Солнечная система. А еще подробнее. Космос. Ну, правильно, скажите. Можно путешествовать? Нет. Про космос. Нет, вы правильно все говорите. Ну, как это они вот про предложением сказали? Планеты. Планеты Солнечной системы. Совершенно верно. Две группы ответили, даю вот так вот вам. Теперь, как вы думаете, что мы на этом уроке будем делать? Что мы на этом уроке будем делать? Изучать солнечные планеты. Хорошо. Еще что? Читать тексты. Читать тексты. Отвечать на вопросы. Отвечать на вопросы. Формулировать вопросы, да? Повторять лексические и грамматические темы. Хорошо. Вот теперь обратите внимание, цель нашего урока. Подробно пересказывать тексты, формулировать вопросы, соблюдать грамматические и орфографические нормы, согласовывать порядковые числительные с существительными в роде, числе и падеже. Так, дальше, ребята, идем. Итак, тема урока «Планеты Солнечной системы». Сейчас вам я предлагаю посмотреть видеоролик. Посмотрите видеоролик, и потом по этому видеоролику я буду вам задавать вопросы. Итак. 88 земных суток, а вокруг собственной оси за 178. Получается, что на Меркурии один день длится 2 меркурианских года. Венера – это вторая планета Солнечной системы, и названа она в честь римской богини любви и красоты, потому что Венера
и лишь 30% занято сушей, на которой мы живем. Пока что это единственная известная нам планета, населенная живыми организмами. Марс. 4-я планета от Солнца, названная в честь древнеримского бога войны. Ее еще называют Красной планетой. Один день на Марсе длится чуть-чуть дольше, чем на Земле – 24 часа и 39 минут. Некоторые ученые считают, что на Марсе когда-то давно могла быть вода и жизнь. Но убедительных доказательств существования марсиан пока что не нашли. Следом за Марсом в нашей Солнечной системе расположился пояс астероидов. Это огромное количество камней разных размеров, которые отделяют первые 4 небольшие планеты от других 4 газовых гигантов. Юпитер. 5-я и самая большая планета Солнечной системы. Благодаря своим размерам она и получила имя древнеримского верховного бога. Внутри Юпитера могло бы поместиться 1300 таких планет, как наша Земля. Однако устроить долгую прогулку по его поверхности не получится, ведь большая часть Юпитера состоит из газа, а до плотного ядра никому еще не удалось добраться. Сатурн. 6-я планета от Солнца, знаменитая своими кольцами. Названа в честь древнеримского бога земледелия и покровителя времени. По размеру она немного уступает Юпитеру, а ее кольца состоят из частичек льда и пыли, кружащихся на орбите. Уран. Единственная планета, названная именем греческого римского бога, бога неба. Верхний слой этой планеты состоит из водорода и гелия. Гелий – это такой газ, который надувает воздушные шарики, чтобы они летали. А под газовым слоем находится огромное количество льда. Еще Уран расположился так далеко от Солнца, что его температура составляет минус 220 градусов. Нептун. 8-я и последняя планета Солнечной системы. Она такая синяя, что похожа на огромный океан, поэтому ее и назвали в честь римского бога морей. Но моря на планете нет, только газ и лед. А еще на Нептуне бушуют самые сильные ветра. Один год, то есть полный оборот вокруг Солнца, там длится 165 земных лет. Еще в Солнечной системе есть Плутон. До 2006 года его считали 9-й планетой. Но он очень маленький, площадь его поверхности. Ребята, вы просмотрели видеоролик планеты Солнечной системы. И посмотрите, пожалуйста, планеты Солнечной системы. Солнечная система – планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнца и все естественные космические объекты, обращающиеся вокруг Солнца. Итак, Солнце – это главная звезда, и от Солнца уже идут по очередности уже другие последующие планеты. Первая планета, вслух проговариваем, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Совершенно верно, молодцы. А скажите, пожалуйста, какую планету называют карликовая планета? Пожалуйста. Почему, Амина? Потому что самая маленькая. Потому что она самая маленькая планета, и поэтому планету Плутон называют карликовая планета. Совершенно верно, молодец, Амина. Итак, далее открываем учебники, страница 60. Итак, страница 60. Работа в группах. Упражнение 2. Вам даны тексты: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Первая группа. Первая группа – это Земля. Вы, значит, читаете Меркурий, Венера, Марс, Юпитер. Вторая группа Солнца. Вы читаете тексты Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Время дается 3 минуты вам. Прочитайте и потом подробно будете пересказывать. Например, планета Земля планете Солнце, Солнце планете Земля будет пересказывать. Все, время пошло.
Земля. Меркурий. Кто желает рассказать о планете Меркурий? Планета Земля, Солнце, внимательно слушаем. Можно? Пожалуйста. Меркурий самая маленькая планета. Она находится ближе всего к Солнцу. И все время поворачивается к Солнцу одной стороной. Поэтому на одной стороне очень жарко, а на другой холодно. Так, молодец. Получается следующая. Следующая планета Венера. Венера, пожалуйста, Санжар. Венера вторая планета от Солнца. И на ней, как на Земле, есть атмосфера. И эта атмосфера в основном состоит из углекислого газа. Поэтому на Венере дышать невозможно. А на поверхности очень-очень жарко. Хорошо, молодец. Следующая планета Марс. Пожалуйста. Марс – красная маленькая планета. Она четвертая по счету. Так, хорошо. Следующая планета Юпитер. Юпитер. Юпитер кто? Ну, Радик, про Юпитер что скажешь? Про Юпитер что скажешь, Радик? Какая пятая планета? Ну-ка, группа Солнца, может быть, будете подсказывать? Какая пятая планета? Пятая планета по счету, Амина, Юпитер. А почему? Потому что она находится от Солнца пятый. Ага, от Солнца на пятой по счету и состоит из чего? Юпитер планета из чего состоит? Из чего состоит? Из газа. Из газа, конечно, состоит. Молодец, в своей группе пойму. Так, поблагодарим планету Земля, похлопаем. Так, следующее. Переходим к вам. Планета Сатурн. Пожалуйста, Алина. Сатурн красивая девочка. Но это не очень близко, а здесь всего. Так, хорошо. Так, следующая планета Уран. Какая это планета, Амина? Уран – таинственная планета. Она седьмая по счету. Она седьмая по счету в Солнечной системе. Уран имеет свой необычный синий цвет. Он непонятно как лежит на боку и вращается по-другому, не так, как другие планеты. Так, молодец, хорошо. Так, следующая планета Нептун. Какая это планета? Зимой, когда как нам? Нам зимой как? Холодно. Как еще по-другому называют эту планету? Ледяная планета. А почему? Потому что там очень холодно. Так, пожалуйста, Амин. Так, кроме Амин еще есть у вас желающие ответить? Почему планета называется ледяная? Она по счету какая? Восьмая планета, ледяная планета. Еще что скажете об этой планете? Она очень далеко. Так, и еще. Там очень холодно. Поэтому там очень холодно. Так, ну и следующая планета у нас Плутон. Что скажете? Карликовая. Почему? Потому что она очень маленькая. Хорошо, молодцы. Так, закончили мы эту работу в группах. Итак, ребята, вы с вами вы прочитали тексты, да? Пересказали. А теперь вам было такое задание составить вопросы. Пожалуйста, группа Земля. Задавайте свои вопросы в группе Солнца, группа Солнца будет отвечать. Пожалуйста, Санжар, поворачивайся к ним, а вы внимательно слушайте. Какая планета входила в Солнечную систему? Плутон. Так, полный ответ, Амина. Солнечную систему Плутон входил раньше. Хорошо. Так, еще вопрос. Земля, Санжар, Нурбек. На какой планете могли быть моря и океаны? Так, думаем, на какой планете могли быть моря и океаны? Правильно? Правильно, совершенно верно, молодец, Илья. Так, Нурбек, тебе за вопрос. Так, теперь группа Солнца, задаем группе Земля вопрос. Группа Солнца. Жансая. Какая ледяная планета?
Нептун. Полный ответ. Самая длинная планета это Нептун. Совершенно верно, молодец. Так, и еще один вопрос. Солнце. На какой планете есть кольца, состоящие из метеоритов и пыли? Так, думай. На какой планете есть кольца, которые состоят из метеоритов и пыли? Потом. Правильно ответ или нет? Правильно, совершенно верно. Сатурн. Так, молодцы. Итак, теперь следующее задание. Все? И все выше. Потрясли листочками, веточками, потрясли. Хорошо. Молодец. Старайся. Так, это чья работа? Имя? Хорошо. Так. Все. Так, Жансаря. Отвечали на вопросы, писали предложения. Какое у нас оценивание было? Взаимопроверка. Дальше. Отлично. Смайлики были. Отлично. Хорошо, старайся. Так, хорошо. И теперь, ребята, домашняя работа вам, домашнее задание, страница 61, упражнение 4. Кто больше составит словосочетание по образцу? Домашнее задание, страница 61, упражнение 4. И сейчас, ребята, я вам раздам. Оцените свою работу на уроке. Проведем такую рефлексию. Итак, как вы считаете, как вы себя на уроке показали? Все отлично. Было трудно, старался, но было скучно. Выберите себе то, что вы считаете нужным. Выберите себе спальник, вы можете галочку поставить или плюс поставить. Так, и подпишите имя. Так. Так, Жансаря. Итак, ребята, что я хочу вам сказать? Я хочу вам сказать большое спасибо вам за урок. Вы очень хорошо себя показали, свои знания по этому разделу путешествия в космос. Все вы хорошо работали. Ну и теперь посчитайте, сколько смайликов у вас в группах. Общие, считайте общие. Так, у вас 19. Итак, группа Солнце 19 смайликов, группа Земля 18 смайликов. Но, как говорится, победила что? Дружба. Итак, ребята, большое вам спасибо. До свидания. До следующего урока. До свидания.